Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок биологии. Тема сегодняшнего урока – понятие о растительном сообществе. Изучение растительного покрова Земли. Сегодня на уроке познакомимся с понятием растительное сообщество, изучим особенности и разнообразие растительных сообществ, узнаем о признаках растительного сообщества, рассмотрим зональное распределение растительности. Внешние условия, воздействующие на растения целым комплексом, определяют также и подбор растений в разнообразные, подчас очень сложные сочетания, населяющие ту или иную территорию. Растения редко растут изолированно, отдельными особями. Это имеет место лишь в первоначальных стадиях заселения оголенной территории. По мере заселения таких обнаженных мест происходит все большее и большее увеличение числа особей. Здесь же поселяются и особи других растительных видов, которые вступают в определенные взаимоотношения с первыми. Таким образом, сочетания растений могут состоять из одного вида, например, заросли хвоща, или, что чаще, из многих видов. Произрастая группами, растения более стойко выносят борьбу с другими видами растений. С развитием внутри сочетания растений особого фитоклимата обеспечивается и более быстрый рост. В процессе взаимодействия растений со средой на той или иной территории подбирается определенный набор видов. При этом, соответственно общим климатическим условиям, а также и сообразно почвенной обстановке, условиям рельефа, подбираются также и определенные сочетания видов. Всем известно, из давних пор различаются человеком такие сочетания, как леса, луга, болота. Каждому известна также приуроченность определенных растений к лесам, лугам, болотам. Например, клюква растет лишь на торфяных болотах. Съедобные грибы тесно связаны с лесами, причем такие, как рыжик, например, встречаются лишь в еловых лесах. Таким образом, очевидно, подбор растений происходит не беспорядочно, и сочетания растений обладают какими-то закономерностями. Прежде всего, эти сочетания характеризуются определенным внешним видом, физиономичностью – степь, лес, луг, болото. Затем, наблюдая распределение растительных сочетаний, мы замечаем, что в сходных условиях существования встречаются сходные растительные сочетания. Например, сосновые леса тесно связаны с песками, болота с понижениями рельефа. Таким образом, сочетания растений связаны с определенными условиями существования и обладают определенным флористическим составом. Такие закономерные сочетания растений, имеющие определенную физиономию, флористический состав и связанные с определенными условиями существования, получили название растительных сообществ. Отрасль ботаники, изучающая растительный покров, строение, состав, распределение и другие закономерности растительных сообществ, называется геоботаникой. Растительные сообщества, тесно связанные с внешними условиями почвы, климат, сами влияют в сильнейшей степени на окружающую среду. Опадение отмерших частей растений, обогащение почвы органическими соединениями, извлечение из почвы минеральных соединений, задерживание атмосферной влаги, удаление ее из почвы при транспирации и так далее. Растения, входящие в состав растительного сообщества, должны быть приспособлены к этой новой фитосреде. Чем сложнее растительное сообщество, тем большим возрастом оно обладает, тем больше явлений благоприятствования одних растений другим мы в нем встречаем. Главнейшие признаки растительного сообщества – ярусность, взаимный подбор видов в растительном сообществе в процессе его формирования приводит к так называемой ярусности,
выражающиеся в расположении растений на различном уровне. Различают ярусность надземную и подземную. В еловых лесах часто имеется ярусность такого рода. Первый ярус – ель, второй ярус – черника, третий ярус – мох. Кроме ярусного расположения в пространстве, растительное сообщество обладает ярусностью во времени. Наблюдая состояние сообщества на протяжении вегетационного периода, мы замечаем, что внешний вид его изменяется благодаря тому, что фазы развития входящих в его состав видов – цветение, плодоношение – протекают не одновременно. Одни виды зацветают, в то время как другие только начинают свое развитие. Третьи уже отцвели. Здесь имеет место как бы смена волн, набегающих друг на друга. Количество ярусов тесно связано с климатическими и почвенными условиями. Чем благоприятнее условия существования, тем больше ярусов в сообществе. Следующий признак – флористический состав. Сложное строение и ярусное расположение делают возможным произрастание растений различного систематического состава. Чем больше площадь, занимаемая растительным сообществом, тем большее число видов определяет его состав. Следующий третий признак – количественное соотношение видов. Обилие определяется числом особей, населяющих данное сообщество. Обилие зависит от многих условий. Почва, увлажнение участка, способность вида расти группами или единичными особями, взаимная борьба видов в растительном сообществе. Вот в основном причины, обусловливающие количественное соотношение видов. Растительные сообщества обладают большой подвижностью, отвечая на изменения во внешней среде. Сообщество чутко реагирует на изменения метеорологических условий. Растительные сообщества претерпевают изменения, приводящие к коренному изменению их. Смену растительных сообществ можно хорошо проследить при зарастании озера. Растительность по берегам зарастающего озера располагается поясами. Это зоны зарастания. Благодаря ежегодному отложению на дне отмирающих растений дно озера наполняется торфом, образующимся вследствие их неполного разложения. Это приводит к постепенному обмелению озера, что ведет за собой передвижение растительных поясов от периферии к центру. Через некоторое время озеро наполняется торфом и превращается в болото. В результате процесса смены мы имеем переход одного сообщества растений в другое, водного в болотное. Смены могут определяться: первое – изменением почвенно-грунтовых условий, например, в результате засоления почвы, наносов, осушки, заболачивания и прочих. Второе – внедрением других растений в растительные сообщества. Например, при внедрении ели в сосновый лес происходит смена его еловым лесом вследствие большей теневыносливости. Третье – деятельностью человека – орошение, осушка, покос, вырубка леса и прочее. В результате многотысячелетнего взаимодействия растений и среды растительные сообщества соответствуют данным климатическим условиям. Такими сообществами для лесной зоны будут лесные, для степной зоны – степные и так далее. В историческом развитии неоднократно происходила смена климатов. Сообразно изменениям климата изменялись и растительные сообщества. Термин «растительное сообщество» употребляется для обозначения фактов совместного произрастания растений и не является таксономическим. Так, лес вообще – растительное сообщество, еловый лес, сосновый лес – тоже растительное сообщество и так далее. Распределение растений на земном шаре определяется прежде всего климатом.
Вслед за постепенным изменением климата от полюса к экватору наблюдается смена зон растительности, что особенно хорошо заметно на больших территориях суши, например, Евразия, Северная Америка. Растительные зоны протягиваются широкими полосами с запада на восток, определяя ландшафт территорий, ими занимаемых. В Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, здесь в высоких горах резко проявляется вертикальная зональность. С севера на юг выражены следующие растительные зоны: тундровая зона, лесная зона, степная зона, пустынная зона. Кроме того, выделяются три переходные зоны: лесотундры между тундрой и лесной зоной, лесостепи между лесной и степной зонами, полупустыни между степной и пустынной зонами. Помимо зональных типов имеют развитие и интразональные типы растительности. К ним относятся, например, болота, луга, встречающиеся в различных зонах. Тундровая зона. Климатические условия в тундре неоднородны на всем ее протяжении. Тундра – страна холода. Средняя температура января, например, в некоторых местах Якутии достигает минус 40 градусов Цельсия. Суровые условия приводят к развитию в почве вечной мерзлоты. Скованная морозом почва в летнее время не оттаивает до конца, и на некоторой глубине сохраняется из года в год вечно мерзлый слой почвы. Вечная мерзлота, малое количество осадков, низкие температуры, сильные ветры создают в тундре особые условия, к которым растения вынуждены приспосабливаться. Растительность в тундре. Деревья в тундре отсутствуют, как отсутствуют на открытых участках и высокие кустарники. Отсутствуют однолетние растения. Все растения тундры – растения длинного дня, так как подвергаются летом непрерывному освещению, наблюдающемуся в высоких широтах. Преобладают вечно зеленые формы. Это многолетние растения с кожистыми листьями, несущими различные приспособления для уменьшения испарения. Свернутые в трубку листья, волосяной покров на нижней поверхности листа и так далее. Суровые условия приводят к ничтожному нарастанию органической массы растения. Так лишайники нарастают в год на 1-3 мм. У полярной ивы побеги в год удлиняются на 1-5 мм и дают всего 2-3 листочка. Многие тундровые растения могут без вреда для себя переносить значительные понижения температуры. Так арктический хрен, продолжая развитие, перенес морозы минус 46 градусов Цельсия. Флора тундровой зоны очень бедна. Здесь насчитывается не более 500 видов высших растений. Лесотундра. По направлению к лесной зоне среди тундровых пространств начинают все чаще встречаться отдельные деревья, постепенно образующие все более и более крупные группы. Сначала они приурочены к долинам рек, кое-где по склонам поднимаясь и на водораздельные пространства. Безлесные участки все более и более теряются среди этих лесных участков. И, наконец, леса составляют сплошные насаждения, образуя переходы к лесной зоне. Переходная зона между лесной зоной и тундровой называется лесотундрой. Лесная зона. Лесная зона хорошо подразделяется на три подзоны. Подзону хвойных лесов – тайга, подзону смешанных лесов
где наряду с хвойными деревьями встречаются широколиственные породы, сбрасывающие на зиму листву, и подзону широколиственных лесов за пределами сплошного распространения ели. Хвойные леса представлены в различных частях лесообразующими породами. Хвойные леса образованы елью, сосной. В еловых лесах мрачно, темно, света к почве проникает мало. У лесных трав сильно развита способность к вегетативному размножению. Черника, брусника, ландыш и другие. Сосновые леса встречаются пятнами среди ельников, будучи приуроченными главным образом к песчаным, более бедным почвам. Сосна – светолюбивое растение. Подзона смешанных лесов. По мере продвижения к югу наблюдается все большая примесь широколиственных деревьев, сбрасывающих листву на зиму, главным образом дуба, клена, липы и их спутников. Господствующей породой является дуб. Из второстепенных пород назовем граб, ясень, клен, липу, вяз. Из кустарников отметим орешник, лещину, бересклет, бородавчатый, жимолость. Травянистый покров. Здесь преобладают широколиственные растения. Овсяница лесная, дубравный мятлик и другие растения. Подзона смешанных лесов дубравы. Дубравы неширокой полосой протягиваются от запада на восток, в некоторых местах проникая довольно далеко к югу. С севера на юг они неоднородны. Болото. Наиболее крупные площади заболоченных земель расположены в лесной зоне, особенно в северной части этой зоны. Для болота характерны два основных признака – избыточное увлажнение и накопление неразложившегося мертвого органического вещества. Болото может возникнуть различными путями. В северных районах основные площади болот образовались в результате заболачивания лесов, лесных вырубок или гарей и лугов. В лесостепных и степных районах болота образуются обычно в результате зарастания и заторфовывания водоемов. Болото служит местом обитания целого ряда животных. Из птиц здесь встречаются болотный лунь, камышовая овсянка, различные кулики, фифи, бекасы, черныши, травники, турухтаны. Здесь выводят птенцов серые журавли. Питаются серые цапли и утки. Обычные обитатели – гадюки и лягушки. Луга. Луга, как и болота, встречаются во всех зонах. Особенно широко они встречаются в лесной зоне. Лугами называют пространства, покрытые сплошным, сомкнутым ковром мезофитной травянистой растительности. Такая растительность может быть только в условиях достаточного, но не чрезмерного увлажнения. Луга имеются и в степной и лесостепной зоне, но для этих зон они нетипичны. Степная зона. Между зоной лесов и степями лежит область лесостепи. Пространства лесостепи, свободные от леса, почти полностью распаханы. В степях преобладают пространства с ровным рельефом. Растительность в общем ксерофитного характера, однако растительный покров более или менее сомкнут. В степи в середине лета испытывают недостаток влаги, и это заметно сказывается на летнем состоянии растительности. В южной части степной зоны она даже выгорает. Зона пустыни.
От северо-восточных берегов Каспийского моря на западе и до границы с Китаем на востоке, в пределах Средней Азии, простираются пустыни, прерываемые лишь руслами рек, оазисами и хребтами высоких гор. Климат сухой, континентальный. Полупустыни характеризуются пестрым почвенным покровом. Для полупустынь характерна пятнистость растительного покрова. В сложении растительного покрова принимают участие дерновинные злаки, различные полыни и солянки. К югу они становятся господствующими. По характеру почвенного субстрата различают 4 типа пустынь: глинистые, песчаные, солончаковые, каменистые или гипсовые. Растительность районов с вертикальной зональностью. В горных областях Крым, Кавказ, Алтай, горы Средней Азии наблюдается вертикальная зональность. Горы Средней Азии одеты очень разнообразной растительностью. Они представляют собой особую флористическую область со своеобразной и пестрой по составу и происхождению флорой, резко отличной от флоры равнинных областей Средней Азии. В основном здесь выражена такая закономерная схема вертикальных зон растительности снизу вверх. Пустынная зона предгорий, полупустыни, горные сухие степи, лесолугово-степная зона, субальпийская, альпийская зона. На одной и той же высоте в разных районах могут быть расположены вечные снега или альпийские луга, или даже степи и пустыни. Основная закономерность – это поднятие вертикальных зон в направлении с запада на восток. Ребята, пришло время выводов. Закономерные сочетания растений, имеющие определенную физиономию, флористический состав и связанные с определенными условиями существования, получили название растительных сообществ. Признаки растительного сообщества – ярусность, флористический состав, количественное соотношение видов. С севера на юг выражены следующие растительные зоны: тундровая зона, лесная зона, степная зона, пустынная зона. Выделяются 3 переходные зоны: лесотундры между тундрой и лесной зоной, лесостепи между лесной и степной зонами, полупустыни между степной и пустынной зонами. В Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, здесь в высоких горах резко проявляется вертикальная зональность. Ребята, обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы при подготовке данного урока. Ребята, спасибо за внимание. До новых встреч!